Салям алейкум, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мустафа Муратов, я рад приветствовать каждого из вас. В эти праздничные дни нас любезно пригласил к себе ресторан Айше, где я с удовольствием с вами поделюсь секретами приготовления праздничных блюд к новогоднему столу. А приготовлю я сегодня фахитос, салат новогодняя игрушка и ароматный мандариновый лимонад. А начну я приготовление с фахитоса. Для этого мне потребуется говядина, специи, сметана, лаваш, чеснок, перец халапеньо, сельдерей, авокадо, лимон, перец болгарский, лук, масло и стручковая фасоль. Начну я с мяса. Мясо можно использовать как говядину, так и куриное филе. Мы предварительно зачистили нашу говядину. Ее теперь необходимо нарезать тонкой соломкой. Но лучше использовать говяжье филе, потому что оно более мягче и быстро приготавливается. Фахитос – это универсальное блюдо. Оно очень подойдет как для семейного, так и для праздничного стола. Блюдо очень яркое, сытное и полезное, легкое в приготовлении. Многие считают, что это блюдо необходимо готовить на грилевой сковородке, однако есть мнение, что кушание необходимо готовить на обычной сковороде. Многие крымские татары любят баранину, поэтому для этого блюда также можно использовать и баранину. Теперь мы нарезаем тонкой соломкой нашу говядину. Основной ингредиент у нас уже почти готов. Теперь необходимо переложить в миску. Сейчас мне надо приготовить маринад для нашей говядины. Для начала возьмем кинзу. Ее необходимо будет мелко нарезать. Обрезаем ножки. Многие люди считают, что кинза и кориандр – это разные растения. Но на самом деле это одно растение. Кинза – это зелень, а кориандр – это ее семена. Измельчили нашу зелень, перекладываем ее в посуду. Теперь мне понадобится чеснок. Его необходимо мелко измельчить. Можно также использовать чеснокодавку. Но я предпочитаю такой способ. Потребуется 2 зубчика чеснока. Если вы любите поострее, то можно использовать больше чеснока. А для завершения нашего маринада нам потребуется еще лимон. Его немного прокатаем, чтобы сок лучше выходил. Разрезаем его пополам. Он придаст свежесть нашему мясу. Не бойтесь добавлять много лимонного сока, он придаст мягкость нашему мясу. Теперь необходимо это все хорошо перемешать. Хорошо это все перемешали. Теперь необходимо половину маринада отделить для авокадо. Переливаем. В оставшуюся часть нам необходимо добавить растительное масло, столовую ложку. Перец. И пол-столовой ложки уксуса. Все это хорошо перемешиваем опять. Добавляем говядину. Необходимо это все хорошо перемешать и оставить наше мясо мариноваться на полчаса. Мясо я предпочитаю перемешивать руками, потому что именно тогда я его хорошо чувствую и оно лучше замаринуется. Я перемешал мясо, теперь мы его отложим отдохнуть и замариноваться на полчаса. Приступим к авокадо. Авокадо можно нарезать как кубиком, так и дольками. Для начала нам его необходимо почистить. Авокадо занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт. Родиной авокадо является Мексика. Все думают, что авокадо является одним видом, но их насчитывается более 100 сортов. Они отличаются разной формой и размером. Мы очистили наше авокадо. Будем нарезать авокадо дольками. Этот фрукт очень полезен для диабетиков, так как он содержит очень мало сахара. Разрезали авокадо, теперь необходимо достать косточку. Осталась кожура, ее тоже необходимо извлечь.
убрали. Теперь нарезаем средней долькой. Теперь мы его смешаем с оставшейся частью маринада. Загружаем наше авокадо и поливаем сверху маринаду. Добавим немного соли. Все это хорошо перемешаем. Вместо лимона также можно использовать лайм. Авокадо мы перемешали, теперь приступим к нарезке лука. Лук будем нарезать соломкой. Пока будем нарезать лук, нам необходимо поставить нашу сковороду, чтобы она хорошо нагрелась. Включаем плиту и нарезаем лук мелко соломкой. Лук также можно использовать ялтинский. Лук мы нарезали, теперь необходимо налить растительное масло. Нам необходимо нарезать болгарский перец. Мы используем два разных цвета, чтобы блюдо наше было более ярким. Также нарезаем соломкой. Болгарский перец укрепляет иммунитет и помогает справиться со многими заболеваниями. Исходя из названия, многие думают, что родиной болгарского перца является Болгария, но на самом деле родиной является Америка. Масло наше хорошо разогрелось, теперь необходимо закинуть лук. Все это перемешиваем. Лук необходимо слегка обжарить в течение 1-2 минут. Затем мы добавим болгарский перец. Теперь добавляем болгарский перец. Перемешиваем. Пока овощи жарятся, мы приступим к нарезке сельдерея. Ее также нарежем соломкой. Самой главной особенностью сельдерея является то, что он замедляет старение клеток. Также врачи рекомендуют смешивать сок сельдерея с медом для укрепления иммунитета. Я нарезал сельдерей. Теперь необходимо перемешать наши овощи. Сдвигаем их на половину сковороды и добавляем мясо. Не переживайте, что овощи подгорят. Мясо успеет приготовиться за это время, так как мы его предварительно замариновали, и оно стало мягким. А теперь приступим к нарезке халапеньо. Это острый перец. Особенностью этого перца является то, что он выращивается ровно 80 дней. В Мексике этот перец очень ценится, и под его посадку выделяет 160 квадратных километров. Нарезаем мелко наш халапеньо. Халапеньо измельчили, и теперь добавляем его в сковороду. Все это перемешиваем. Сочное мясо, свежие овощи, пикантная перчинка, целый калейдоскоп вкусов. Очень подходит к праздничному столу. Мы все это хорошо перемешали. Крымские татары предпочитают добавлять в это блюдо фасоль. Фасоль очень полезна для мозговой деятельности. В ней очень много витаминов, также содержит белок. Все это хорошо перемешиваем. Необходимо немного поперчить, посолить. Фахитос необходимо жарить на большом огне.
фасоль почти готова. После этого мы добавим в конце сельдерей и авокадо. Фасоль готова. Теперь добавляем наш сельдерей и авокадо. Все это перемешиваем. Через 3 минуты фахитос будет готов. Подавать его можно как с острыми соусами, так же и со сметаной. Фахитос уже готов. Теперь необходимо пропарить лаваш. Мы нарежем его треугольниками. Ложим сверху, пропариваем. Фахитос – это блюдо, которое принято есть руками. Также крымские татары вместо лаваша часто используют лепешки. Лаваш уже прогрелся. Теперь необходимо взять сервировочную тарелку. Выкладываем лаваш сначала. Ароматный запах. Фахитос мы будем подавать со сметаной. Берем сметану. Первое новогоднее блюдо фахитос готово. А теперь я приступлю к приготовлению второго блюда – салат «Новогодняя игрушка». А для этого мне понадобится филе индейки, яйца, чернослив, сушеная вишня для украшения, сыр, огурец, лук, майонез и грецкие орехи. А для начала мы отварим яйца. Яйца необходимо отварить вкрутую. И необходимо немного присыпать солью, чтобы яйца не трескались. Ставим на плиту. Тем временем, пока яйца варятся, приступим к нарезанию овощей. Начнем с лука. Будем резать мелким кубиком. Лук нарезать, перекладываем в тарелочку. Теперь приступим к нарезке огурца. Огурец мы нарежем мелкой соломкой. Салат из индейки – один из самых лучших вариантов праздничной закуски. Все ингредиенты очень хорошо сочетаются. Также эти ингредиенты можно заменить на другие, то есть грибы, овощи, и салат получится совсем другим. Идеально дополнит ваш праздничный стол и точно понравится вашим гостям. Так, огурцы мы нарезали. Теперь приступим к нарезке чернослива. Чернослив мы предварительно промыли и обсушили. Чернослив мы также нарежем соломкой. Чернослив очень полезен для пищеварения. Теперь нам необходимо натереть сыр на мелкой терке. Сыр можно использовать различный. Мы взяли российский. Мы натерли сыр. Для нашего салата потребуется 100 грамм сыра. Сейчас приступим к подготовке индейки. Индейку можно как отварить, так же и обжарить. Нарезаем индейку кубиком. Мясо индейки содержит минимум жира, и поэтому в нем меньше холестерина. Для салата нам понадобится 150 грамм индейки, мы его нарезали кубиком, ставим в сторонку. Яйца сварились, теперь их необходимо остудить и почистить. Пока яйца остывают, приступим к обжарке индейки. Для этого поставим разогреться сковороду. Нальем 50 грамм масла. А тем временем почистим яйца. Также можно использовать перепелиные яйца.
Способов чистки яиц очень много, но я покажу один из них. Необходимо прокатать по доске яйцо, и тогда оно намного быстрее почистится. Сковорода с маслом уже хорошо разогрелась, теперь мы можем обжарить индейку. Обжарить мы ее будем на медленном огне, так как мясо индейки очень нежное. Немного присолим. Так как индейку мы нарезали мелким кубиком, время жарки будет составлять приблизительно 5 минут. Пока индейка жарится, нарежем яйца. Будем резать кубиком. Яйца мы нарезали. Перемешиваем индейку. Еще минута, и наша индейка готова. Выключаем. Теперь приступим к измельчению орехов. Орехи можно измельчать как с помощью скалки, также можно ножом. Для салата нам потребуется 70 грамм грецких орехов. Орехи можно использовать разные: фундук, кешью, миндаль, любые орехи, которые вам по вкусу. Измельчаем орехи. Орехи очень полезны для мозговой деятельности, поэтому их рекомендуют употреблять несколько штук в день. Грецкими орехами их называют только потому, что в России их завезли греческие купцы, а так родом грецкие орехи из Вавилона. Орехи нарезаны, перекладываем в сторонку. Теперь начнем сборку нашего салата. Берем тарелку и кольцо. Будем выкладывать слоями. Первым слоем мы выложим нашу индейку. Каждый слой мы будем смазывать майонезом. Равномерно разравниваем. Тонкий слой майонеза. Также для этого случая можно использовать кондитерский мешок. Очень удобно. Вторым слоем репчатый лук. Очень хорошо будет сочетаться ялтинский лук. Опять добавляем майонез. Добавляем чернослив. Добавляем майонез опять. Теперь выкладываем подготовленные огурцы. Огурцы необходимо слегка присолить. Также смазываем майонезом. Выкладываем яйца. Яйца хорошо смазали майонезом. Теперь сверху присыпем сыром. Все это хорошо утрамбуем. Посыпаем грецкими орехами. Хорошо все утрамбовываем. Это необходимо для того, чтобы при снятии кольца салат сохранил свою форму. Вытаскиваем аккуратненько кольцо. Теперь мы его можем украсить веточкой зелени и сушеной вишней. Украсить можете как вам угодно. Это зависит от вашей фантазии. Можно добавить чернослив. Салат называется «Новогодняя игрушка», так как он своей формой напоминает игрушку. Посмотрите, как красиво слоями выложен этот салат. Он хорошо дополнит ваш праздничный стол. Наш салат готов. А теперь я приготовлю мандариновый лимонад. Для этого мне потребуются следующие ингредиенты: сахар, лимон, мандарин, мята, вода. Берем лимон, одну дольку оставим для украшения. Остальной лимон пустим на сок. Разрезаем лимон пополам, выжимаем сок. На это количество нам потребуется 2 лимона. Этот лимонад очень сочный, яркий, вкусный. Готовится очень просто. Содержит много витамина С.
По праву этот рецепт можно считать находкой, так как он очень хорошо будет дополнять ваш новогодний стол. Лимон мы выжали, теперь необходимо его процедить, для того, чтобы косточки не попали в наш лимонад. Добавляем 200 грамм воды и 200 грамм сахара. Нам необходимо будет сварить сироп, а тем временем, пока наш сироп будет вариться, мы очистим наш мандарин. Кастрюлю ставим на средний огонь. Сейчас я буду очищать мандарин. Лимонад по своему составу натуральный и освежающий. История лимонада, которую мы помним на сегодняшний день, появилась в 7 веке во Франции. Для приготовления лимонада использовали лимон, минеральные воды и сахар. Все эти ингредиенты были очень дорогими. Также в это время лимонад появился и в Италии. Было изобилие лимонов, и тогда цена его снизилась и получила большую популярность. Мандарины мы очистили. Один мандарин мы оставим на украшение. Из остального нам необходимо будет выжать сок. Мы будем использовать блендер. Тем временем сироп наш закипел. Необходимо все перемешать. Сахар наш растворился. Сироп необходимо выключить. Погружаем наши мандарины в блендер и начинаем перебивать мандарины. Добавляем оставшиеся мандарины. Все это хорошо необходимо перебить. Мы все это хорошо перебили, теперь необходимо нам его процедить. Процеживать будем сразу в графин. Для этого нам потребуется сито и ложка. Если вы не знаете, какой напиток приготовить в новогодний день, то этот рецепт очень вам подойдет. Хорошо все перемешиваем, чтобы отжимаем от мякоти. У нас получается натуральный мандариновый сок. Также сюда можно использовать различные специи. Очень хорошо подойдет к этому лимонаду корица. Сок мандариновый мы отжали. Теперь мы приступим к смешиванию всех ингредиентов. Берем наш подготовленный сироп. Добавляем. Воду можно использовать как обычную, так же и газированную. Мы взяли обычную воду. Добавляем мяту. Предварительно ее необходимо растереть для более яркого аромата. Добавим несколько долек мандарина. Мандарин хорошо зачищаем от волокон. Погружаем в графин. Перемешиваем наш лимонад. Он очень ароматный, вкусный, яркий. Лимонад готов. Теперь необходимо его налить в стакан. И украсим его с помощью долек мандарина и лимона. Возьмем лимон, подрежем. Веточку мяты. Добавляем дольку мандарина. Новогодний мандариновый лимонад готов. Праздничные блюда готовы. А теперь я напомню, из каких ингредиентов я их готовил. Фахитос. Нарезал говядину тонкой соломкой. Для маринада выжал лимонный сок, нарезал кинзу и чеснок. Все тщательно смешал. В часть маринада добавил уксус, растительное масло и молотый перец. Перемешал. Замариновал говядину в маринаде на 30 минут. Нарезал соломкой болгарский перец и репчатый лук. Обжарил на сковороде. Нарезал дольками авокадо и добавил оставшийся маринад. К овощам добавил говядину и халапеньо. Обжарил. Нарезал соломкой сельдерей и добавил сковороду с фасолью. Обжарил 3 минуты. Нарезал лаваш и уложил сверху овощей. Блюдо выложил в порционную тарелку. Фахитос готов. Салат «Новогодняя игрушка». Сварил яйца. Нарезал лук и яйца кубиком, а чернослив и огурцы соломкой. Натер сыр на терке. Нарезал кубиком филе индейки и обжарил на сковороде. Измельчил грецкие орехи. Все ингредиенты выложил в тарелку с формой, смазывая каждый слой майонезом. Верхний слой присыпал грецкими орехами. Украсил зеленью и сушеной вишней. Салат «Новогодняя игрушка» готов. Мандариновый лимонад. Выжал сок лимона и процедил через сито. Налил в кастрюлю, добавил сахар, залил водой и сварил сироп. Взбил в блендере мандарины и процедил от мякоти. Соединил сироп с соком мандарина, залил водой и добавил мяту. Тщательно перемешал. Мандариновый лимонад готов. Спасибо, дорогие друзья, что сегодня были со мной.
Желаю вам в новом 2020 году много радости и тепла. Пусть счастьем и добротой будет наполнен дом каждого из вас. Желаю вам самого наилучшего в этом году. С вами был Мустафа Муратов. Приятного аппетита, Ашсат Лоус.